Друзья, приветствую вас на своем канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Друзья, а вы бы хотели приобрести замок? У вас есть такая прекрасная возможность. 18 августа будет проходить публичный открытый аукцион, на котором будет выставлен очень молодой замок, всего лишь 2000 года постройки. В 2000 году его построил успешный славянский предприниматель Лойзе Вавпетич, сейчас уже покойный. Его наследники продают замок по частям, то есть хотят сделать из замка коммунальную квартиру. Часть замка будет продаваться за 320 тысяч евро. И если вы купите часть замка, то у вас появится приоритетная возможность также выкупить и другие доли замка. То есть весь замок может стоить всего лишь 1 миллион евро. Хотя до этого наследники хотели продать этот замок за 2 миллиона 300 тысяч евро. Но, видимо, по этой цене его никто не купил. Но потом, видимо, начались какие-то разногласия между наследниками, и они хотят продать замок по частям. Замок, кстати, расположен у подножия знаменитого горнолыжного курорта Карвавец. Так что место очень туристическое. Буквально на днях я каталась на кораблике по реке Любляница. И вот сегодня пришла новость, что из реки Любляница выловили труп неизвестного мужчины. Представляете, труп был обнаружен случайно с полицейского вертолета, который пролетал мимо. И просто случайно увидели на поверхности реки бездыханное тело. Сейчас пытаются выяснить личность утопленника. Недавно, буквально за несколько дней до этого трагичного события, одна семья заявила о пропаже своего родственника. И сейчас пытаются выяснить, он ли это или кто-то другой. В результате аварии погиб 40-летний мотоциклист, гражданин Боснии и Герцеговины. Он превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Срочно вертолетом он был доставлен в Мариборскую больницу, но, к сожалению, от полученных травм скончался. Это уже третье дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом в этом году в районе Цельского управления полиции. В прошлом году за этот же период в результате ДТП в этой области погибло 5 человек. Полиция, в свою очередь, всем участникам дорожно-транспортного движения рекомендует соблюдать правила и скоростной режим. Президентка Словении Наташа Пирц-Мусар отправилась с деловым визитом в Украину и встретилась в Киеве с Владимиром Зеленским. На встрече они обсуждали план прекращения войны. Две страны также подписали меморандум о сотрудничестве в сфере поддержки украинских граждан, вынужденных временно переехать в Словению. Как, к сожалению, говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Эксперты сходятся во мнениях, что девушка нашего действующего премьер-министра Роберта Голоба, девушку зовут Тина Грабер, портит своим поведением его и так невысокий рейтинг. Недавно Тина и Роберт Голоб вместе отправились в Америку, в Даллас, на баскетбольный матч, где играл знаменитый словенский баскетболист Люка Дончич. И девушка Голоба выставила их совместные фотографии с этого матча, где они нежно целуются и обнимаются. Эти фотографии возмутили многих. Многие считают такие фотографии неуместными. С другой стороны, что за пуританство? Не вижу ничего плохого в этих фотографиях, но почему-то часть общества они возмутили. Помимо этого, недавно возлюбленную премьер-министра раскритиковали за яркое зеленое платье, в котором она пришла на государственный праздник День независимости Словении. Еще до этого, год назад, Тину также критиковали за ее высказывания по поводу отлова и убийства нутрий. Девушка была против убийства животных, но в то же самое время я не вижу ничего плохого в ее ярком, красивом зеленом наряде. И я тоже была против закона убийства нутрий, хотя это ни на что не повлияло. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник?
Завтра в Любляне от плюс 18 до плюс 24. Дождь с грозой. Ну вот, у нас опять дожди. В Просто ближайшие 2 часа осадков не ожидается. спасибо, Алиса. Пожалуйста, всегда рада помочь. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока.